Пространство – мера всех вещей. Время – мера всех событий. Когда смыкаются горизонты пространства и времени, начинается национальная история. Нурсултан Назарбаев. 7 граней Великой степи. Поколения приходят и уходят, и только земля остается навеки. Земля наших предков, хранящая время. Его свидетельства открываются тем, кто строит будущее страны. Его фундамент, как право, завещанное поколениями предков. Бозок. Зеркало веков. Вообще память, культурная память народа, она всегда пытается сохранить очень важные элементы. И в данном случае вот историко-культурное наследие в археологических памятниках, памятниках зодчества, мемориальных памятниках, они представляют для Казахстана современного очень важное понятие, которое было Яном Асманом обозначено как фигура воспоминаний. То есть к этому месту периодически возвращались. 10 декабря 1997 года состоялся перенос столицы Казахстана из Алматы в Акмолу. Он стал первым и единственным переносом столицы государства на постсоветском пространстве, значительно повлияв на экономические и демографические процессы в стране. 6 мая 1998 года столицу переименовали в Астану. Именно на этой территории проживали наши предки. Они его облюбовали во все исторические периоды. Именно это место наши предки выбирали для поселений и обживаний. Так что это не случайно наша столица находится на территории данного города. Первые сведения о памятнике получены от участника русской экспедиции 1816 года в степной край Ивана Шангина, в чьих путевых записках есть информация о руинах памятника. Более 100 лет спустя памятник был осмотрен директором Акмолинского областного музея Леонидом Семеновым. Первое картографирование выполнено Центрально-Казахстанской археологической экспедицией под руководством Алькея Маргулана. Задачи, которые были поставлены перед Акишевым, Нурсултаном Абишевичем, это то, что необходимо было найти такие объекты, древние объекты, которые могли бы свидетельствовать о том, что это место обживалось и в те далекие времена. То есть это гораздо раньше, чем, например, 1730 год, когда появилась казачья крепость, русские поставили, да, здесь называлась она Акмолинск, то есть еще гораздо раньше этого, ну и тем более гораздо раньше, чем Целиноград. Осенью 1998 года казахстанской археологической экспедиции под руководством известного историка, заслуженного деятеля Казахстана Кемаля Акишева было открыто городище Бозок, а уже в следующем году начались раскопки городища, подтвердившее историческую линию власти и преемственность новой столицы независимого Казахстана и обретшей в 2019 году новое историческое имя Нурсултан. Мы очень рады, что инициативу Кемаля Акишевича поддержал первый президент нашей страны Нурсултан Абишевич Назарбаев. Кстати, это было продолжение реализации государственной программы Мадинне-Мура. Первый этап сохранены, восстановлены многие памятники на территории независимого уже суверенного Казахстана. Второй этап были поддержаны инициативы известных археологов, ученых. Теперь уже так получилось, что именно
В течение долгого времени проводились исследования, научные материалы систематизировались, обобщены были. И благодаря вот ученым, которые работают при научно-исследовательском институте имени Кемаля Акишевича в Евразийском национальном университете, они послужили материалом для создания данного проекта. Городище расположено на южной окраине города Нур-Султана, на восточном берегу озера Бозохто, расположенного в поименной долине левого берега реки Есель. Кемаль Акишев поначалу хотел назвать это городище Ахжол. Позже в письменных источниках по тюрко-огузской истории он обнаружил топоним Бозохто. Сохранившийся в названии озера, он переименовал свое детище в Бузук. Во время дискуссий о значении названия местности президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и Кемаль Акишев пришли к мнению, что название Бозок «Светлая стрела» будет оптимально приемлемым именем для данного археологического феномена. Так городище на берегу реки Есель получило имя Бозок. Светлая стрела истории и ее полет сквозь тысячелетия объединил прошлое и будущее Великой степи. Где-то в 7-8 веке нашей эры, то есть 1200 лет тому назад. Эта дата нами доказана по радиоуглеродному анализу и по вещам, по находкам, так как археологическим, которые мы обычно датируем и можем об этом говорить. То есть 1200 лет назад здесь, в верховьях реки Ишим, остановилась группа древних тюрков, возможно, агузов, возможно, кипчаков, если говорить о их этнической принадлежности, и они выбрали это место под строительство города. То есть на протяжении более чем 1200 лет этот памятник не прекращался. Этот памятник сохранял за собой устойчивость важного места поклонения, сакрального объекта, место поселения правителя и, наконец, в Средневековье элитного некрополя. Вот основная задача данного проекта, это все-таки первая, это главная задача, которая была озвучена еще ранее, это реконструкция древнего городища Бозок. Но проект наш называется «Создание национального парка на основе археологических раскопок древнего городища Бозок». И здесь, в рамках данного национального парка, будут также воссозданы исторические поселения, целые комплексы. Почему исторические поселения и комплексы? Какое они отношение имеют к древнему городищу Бозок, могут задать нам вопрос. Скажу следующее, что артефакты, которые найдены были на территории археологического памятника, они свидетельствуют, что наши предки выбирали данное место для поселения и обживания в течение долгих разных исторических периодов. Комплекс историко-культурного музея-заповедника Бозок – это путешествие вглубь тысячелетий с возможностью прикоснуться к эпохам исторического развития Великой степи от энеолита до позднего Средневековья. С этой целью на спланированной территории в 412 гектаров будут располагаться реконструкции известных исторических памятников Казахстана, в которых будут располагаться музейные экспозиции, рассказывающие о жизни, быте и вере наших предков. Практически все научное сообщество Казахстана было подключено к данному проекту. Проектная группа, которую возглавляет Кутусов Ринат Аликович, компания называется BF Креа Групп, она находится в Алма-Аты. Это наши постоянные партнеры, которые помогают в реализации данного проекта, направляют, подсказывают и исполняют. Научную составляющую данного проекта, естественно, играют большую роль здесь ученые. И так получилось, что этот проект объединил абсолютно разных ученых, которые занимаются узко каким-то определенным направлением. Мега-задача и важная задача этого проекта не просто сделать как туристический объект, какой-то там популярный. Самая главная задача – это объединить людей,
объединить сознание людей, пробудить какое-то духовное возрождение нашей страны на основе нашей истории, на основе того, что у нас было, есть и остается. История памятника непосредственно связана с 4 историческими периодами, очень важными периодами в истории Евразии. Связана с историей формирования и развития 4 государственных образований. Тюркского каганата, это 6-8 века, Кыпчакского ханства, 10-12 века, эпохи Улуса Жуши, Золотой Орды, 13-14 столетия и, наконец, 15-18 столетия Казахское ханство. Этот проект «Бозок», задача первичная его, то, что скрыто от глаз, то, что скрыто под землей, которое из года в год, из столетия в столетие покрывается новыми слоями земли, это все, что было изучено археологами, историками, эту часть представить и сделать реконструкцию того, как это выглядело, и показать, дать возможность прикоснуться руками. В данном комплексе хотели собрать все памятники архитектуры, которые на тот момент были в Казахстане, на данный момент, которые обладает Казахстан данными памятниками. Возможность этого всего проекта – это прикоснуться к истории, чтобы дети не просто изучали это в книгах, не просто это смотрели в каких-то там фильмах, в кино, где-то еще это было представлено, а самим перейти, это увидеть и понять, почувствовать на себе. Потому что сегодняшний день идет период времени тогда, когда запоминается визуально. Уже наступило время, когда люди стали визуалами, и им важно почувствовать это, тактично прикоснуться к этому. Тем самым они поймут, что это такое, о чем они читают в книгах и о чем им рассказывают учителя. Но это в книгах, а это физически. Археологический памятник Бозок. Сегодня главный археологический памятник Бозок состоит из нескольких частей, занимающих в целом площадь около 40 гектар. Они объединяют несколько исторических эпох в развитии Великой Степи, от эпох гуннов до Казахского ханства. Центральной частью являются 3 площадки, древние кварталы размерами в среднем 35 на 35 метров, гунно-сарматского периода 6-8 века нашей эры, обнесенные валом и внутренним рвом. Кроме 3 центральных площадок вдоль восточного берега озера Бозокта, зафиксированы еще 2 комплекса. Северный – комплекс жилищ земляночного типа X-XIII веков. Южный комплекс состоит из 2 насыпей и примыкающих к ним с юга могильных холмиков. Под насыпями были обнаружены руины мавзолея и кирпичи обжигательной печи. Этот комплекс, называемый исследователями некрополь городища Бозок, самая поздняя часть городища Бозок. Руины всех строений окружены густой сетью ирригационных сооружений в виде арыков и валиков. Ботайская культура. Ботайская культура – археологическая культура энеолита, 3500 лет до нашей эры на севере Казахстана. Ботайское поселение – это реконструкция традиционных жилищ и образа жизни эпохи энеолита и свидетельство приоритета всаднической культуры Великой Степи в мировой истории. Бабиш-Молла – сакское городище IV-II веков до нашей эры, расположен в древнем русле реки Сардарии, эпоха раннего Железного века. Городское укрепление, цитадель и оборонительные стены с башнями. Находится на возвышенности и окружено крепостной стеной. Гунское поселение I-II века нашей эры. Это крепость квадратной формы, укрепленная оборонительным поясом.
Представлены жилище гуннов и дом правителя. В центре поселения находится ритуальное место религиозного поклонения. Святилище Тубежик-2. 5-4 век до нашей эры. Круглое каменное ложно-купольное сооружение. 5-4 век до нашей эры. Внутри в круглом зале сооружения стояло каменное изваяние с жертвенным алтарем и каменной чашей на нем. Каменная скульптура, выполненная из плиты розового известняка в стилизованной форме, воспроизводит человеческую фигуру в полный рост. Дворец тюркских каганов VI-VII века нашей эры. Дворец Кёшк – средневековый замок в Средней Азии. Двухэтажное здание – пример раннесредневековой архитектуры, сооруженный в стилистике сако-сарматского наследия с элементами сагдийской культуры. Древнетюркское святилище Елекесаза, VI-VIII век нашей эры. Яркий пример монументального храма Каганского княжества типа храма Елекесаза, уступающий в своих размерах только храмам знаменитых героев древнетюркского времени Культегина и Бильге-Кагана. Мавзолей Домбаул, VIII-IX век нашей эры. Высота мавзолея превышает 5 метров. Его верхняя часть конусообразная, острая. Купол возведен над фундаментом четырехугольной формы. Входной проем ориентирован на юг, как вход в юрту для защиты его от северо-восточных, северных и северо-западных ветров, господствующих на территории центрального Казахстана. Сторожевая башня Сараман-Коса возведена в XI веке. Форма башни Сараман-Коса конусообразная в плане круглой формы, трехярусная. Построена из сырцового кирпича, внешняя сторона выложена жженным кирпичом, высота 15 метров. Крепость-убежище, 15-16 век. Укрепленная ханская ставка предназначалась для зимней стоянки. Как правило, размещались на путях перекочевок с целью защиты от внезапного нападения. Летняя ханская ставка, 15-19 века. Располагалась на берегу озер и рек и являлась летней резиденцией казахских ханов. Во время проектирования визит-центра во главе известным ученым, историком архитектуры Ордабаевым Алмаз Баймухановичем было выбрано казахская столица казахского ханства. Это образное было выбор, образный. Он совмещает в себе все элементы и древних городов столиц Казахстана, Саурана, Сыгнака, Туркестана. Вот. Это был образный, комплексный выбор. Визит-центр. Визит-центр историко-культурного заповедника Бозок представляет собой реконструктивный образ средневекового восточного города караханитского стиля, в котором располагаются административные помещения, музеи, библиотека, галерея, концертный зал, квартал ремесленников, сувенирные лавки, гостиничный комплекс и этнические кафе. Уникальность его, что это не просто музей под открытым небом, не просто дома, строения, это в первую очередь погружение, это интерактив. Когда человек, переступая через портал, он попадает в другой период времени. Он видит, как жили, и он может пожить сам. Он может сам пожить на неделю, на один день, на месяц. Он может стать тем же саком, тем же гуном, тем же самым попасть в период казахского ханства. Он может поскакать на лошади, он может выстрелить из лука, он может попробовать еду, он может приготовить эту еду,
Он может попробовать сделать какие-то украшения того времени. И теми технологиями, когда это было выполнялось. Безусловно, это мировой опыт есть. Он есть такой мировой опыт, и он очень привлекательный. Со всего мира люди приезжают в такие места, и они смотрят, им это интересно. У нас тоже богатая история, и нам тоже есть что показать, рассказать. И поэтому наша задача вот на этом проекте создать возможность погружения. Интерес к истории возникает практически у каждого человека. История всегда интересует, кто мы, откуда мы, как развивается история всего человечества. И вот данный национальный парк, он будет своеобразным таким и туристическим брендом, и историко-культурным центром. И в то же время он будет давать ответы на многие вопросы, что степная цивилизация, великая нашей степи, она внесла свой вклад в мировую цивилизацию. Тысячи лет истории родной страны объединяют команду историко-культурного музея-заповедника «Бозок». Профессиональные историки, археологи, специалисты музейного дела поставили перед собой высокую цель – сделать реальным познавательное путешествие в историю. Для этого необходимо изучить знаковые события, исторические и археологические памятники на протяжении почти 6000 лет. Первая часть мы ее называем исторической, а вторая такая туристическая и коммерческая. Здесь будет находиться амфитеатр, где будут показываться спектакли на исторические темы. И причем для разных целевых аудиторий, начиная от детской аудитории. В принципе, понимаете, парки, вот этот парк, он семейного направления. Безусловно, это и даст и коммерческую составляющую проекта, потому что люди готовы платить. Люди готовы платить, и как бы проект, который будет находиться не на шее у государства, а который будет сам себя обеспечивать и выйдет на точку и окупаемости, и прибыльности, ну, безусловно, это будет очень интересно. И для государства должно быть это интересно, и с точки зрения разреза мировой истории. Біз осы жанды музейдің ішіне тек қана құрылыстар қалпына келтірмейміз. Бұның ішіне арнайы мерекелер, арнайы этнографиялық іс-шаралар, мысалы қыз ұзату дәстүрі, мысалы арнайы қамыз мұрындық дәстүр сияқты үлкен дәстүрлерді біз кешенді түрде арнайы театрлық режиммен жүйде халыққа көрсететін боламыз. Бұның ішінде үлкен ипподром, бұның ішінде атқа міну мәдениетінің әртүрлі ат ойындары, аттың қыр-сырын танитын зерттеу орталықтары, сонымен қатар ішінде үлкен металлургия және қыш өңдеу ісіне байланысты үлкен 2 кешен орналасады. Бұл кешендер Қазақстан жеріндегі өте ертедегі кен өндіру ісін және де ертедегі қыш өндіру, яғни неолиттен бастаған қыш өндіру ісінің ерекшелігін көрсететін болады. Реализация проекта «Бозок» станет огромным историко-культурным событием нашей столицы Нур-Султана, соединив в себе историю и современность, познание и активный отдых, прошлое и будущее нашей страны. Наша столица сегодняшняя, она расширяет свой потенциал с точки зрения туристической привлекательности. Она помимо других видов туризма добавляет туда и этнотуризм. И это сегодняшний день может стать дополнительно быть и привлечение и инвестиционных программ, и внимание мировое к нашей столице, к нашей стране. Вот, поэтому проект многогранен. У него нету одной такой какого-то коридора. Он многогранен, он как трансформирующий какое-то ядро, которое с одной стороны позволяет восстановить нашу историю, с другой стороны он позволяет развивать наш туризм, с другой стороны он позволяет по-новому подойти к коммерциализации туристических объектов и инфраструктурных решений. Он помогает нам воссоздавать и технологии воссоздать то, что у нас есть в практике, он это показывает, как это в жизни. Реализация проекта «Бозок» станет огромным историко-культурным событием нашей столицы Нур-Султана, соединив в себе историю и современность, познание и активный отдых, прошлое и будущее нашей страны. Сама история подтверждает не только определение точки исторического развития казахской государственности, но и место единства
тюркского мира, определяемого сегодня как сердце Евразии. И таким образом получается, что наша столица, ее истоки, уходя в 1200 лет назад, опираются вот на те факторы, о которых я говорила. Географические, геостратегические, экономические. И все это определяет место нашего города как важного пункта в коммуникационном пространстве, начиная от древности и заканчивая современностью. Все-таки интерес к истории у молодого поколения, подрастающего поколения, не ослабевает, а наоборот возрастает. Историю разделяет тысячелетия, но она непрерывна, она едина. Спустя столетия находятся свидетельства, подтверждающие непрерывность ее развития. И они принадлежат не только нашим предкам, но и нашим потомкам. Наша задача – сохранить эти свидетельства. Бозок. Зеркало истории.